Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Федеральный фестиваль-форум под названием «Настоящее будущее», посвященный отечественной электронике, проходит в Якутске. Это масштабный ежегодный проект. Его задача – передать потенциал российской сферы электроники для молодежи, сформировать сообщество технологических энтузиастов и лидеров индустрии. О потенциале якутской молодежи в этой сфере и о перспективных проектах мы поговорим с гостем студии, одним из организаторов этого события Данилом Николаевым. Данил Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в какой же раз Якутия принимает участие в этом масштабном событии и кто участвует в нынешнем фестивале? Мероприятие в Якутске проходит в первый раз, впервые. Участвуют 9 городов по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. И завершится фестиваль выставкой в Севастополе. Это в июле. То есть начался фестиваль 22 числа. 1 июля завершается форумный формат и постепенно перейдет в выставочный формат. От нас участвуют студенты, студенческие команды, представители IT-парка, технопарка, современная продвинутая молодежь, могу так сказать. Но мы знаем, что фестиваль готовился давно, и в июне состоялись именно акселерационные сессии на базе Северо-Восточного федерального университета. Скажите, какие-то интересные проекты там были отобраны? Были отобраны 3 проекта. То есть первый проект касается микроспутников, который называется Кубсат. Второй проект касается умной одежды. То есть сейчас идет тренд на одежду с датчиками, которые встроены в одежду и которые передают показания, например, пульса и так далее. Да? И третий проект касался датчиков для измерения глубины, то есть для экологов, для географов и так далее. Все эти проекты были подготовлены и разработаны нашими студентами? Да, совершенно верно. На самом деле это очень поразительно. А расскажите, пожалуйста, более подробно о проекте. Также известно, что там есть дизайн-центр электроники, который откроется. Какие перспективы? Дизайн-центр мы планировали открыть давно, и проект победил в конкурсе внутри университета по программе «Приоритет-2030». Открывается на базе физико-технического института, на базе кафедры радиофизики электронных систем, то есть которая имеет прямое отношение к электронике. Открытие сегодня в 13 часов в здании корпуса факультета естественных наук на 5-м этаже. И он будет нацелен на подготовку новых кадров, которые будут разбираться в современных технологиях, в особенности по электронике. Скажите, мы с вами выяснили о том, что в событии участвуют многие города нашей страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока, но и у студентов физико-технического института СВФУ всегда есть большие перспективы продолжить научную деятельность, например, на таких площадках, как Сколково. Здесь есть какое-то взаимодействие? Как сказать, перспективы всегда есть. То есть талантливая молодежь всегда найдет свою дорогу пробьет, да, независимо от того, где он учился. То есть у нас в СВФУ или в Центровузе, да. Сейчас очень активно идет программа поддержки научной молодежи, талантливой научной молодежи. И я думаю, что наши студенты после работы в дизайн-центре тоже найдут применение своим навыкам, которые они получат именно после работы в нашем дизайн-центре. Дизайн-центр будет на постоянной основе? Да, на постоянной основе. И у нас начались контакты с производителями электроники. То есть мы с коллегой ездили на Новосибирский завод полупроводниковых приборов. Там, например, начали делать графеновые суперконденсаторы. И у нас задача использовать их в наших северных условиях, то есть сделать их морозостойкими. Это самое производство может ли потом быть ориентировано на импортозамещение? Вся эта программа, фестиваль ориентирован именно на программу. Сейчас импортозамещение чаще не говорят, стали говорить технологический суверенитет, чтобы мы не зависели от импорта комплектующих, приборов и так далее. Но на самом деле действительно, если процессоры, которые будут производиться у нас здесь в республике, будут адаптированы и к климатическим и прочим условиям. Это одна из задач, но в целом разработка микропроцессоров, микроконтроллеров — это очень большая задача технологическая, это требующая больших затрат времени, ресурсов, финансов.
Ну, поэтому мы должны тоже внести какой-то вклад в этот процесс. То есть небольшой, но свой вклад. Скажите, как вы оцениваете потенциал нашей молодежи в плане разработки и применения современных технологий? Ну, молодежь у нас продвинутая. Все мы знаем, насколько у нас информационные технологии республики развиты. Вот все у нас на слуху вот известные компании, известные за пределами не только нашей страны, вот во всем мире, да. Ну, я думаю, что вот постепенно мы должны перейти от разработки игр к разработке, от разработки игр и приложений к созданию вот именно технологических продуктов. Вот именно железа, то есть программирование микроконтроллеров, создание приборов и так далее. Чем, на ваш взгляд, отличается якутская молодежь от их ровесников в других регионах страны? Ну, мое мнение, они ничем не отличаются. То есть я бывал в разных городах нашей страны, за рубежом тоже бывал. Молодежь такая же. Ну, возможно, есть некоторая природная скромность, вот. Возможно, это специфика нашего региона, но я думаю, это никак не помешает нашим ребятам влиться вот в процесс творческий. Но и у вас в физико-техническом институте есть многие студенты, которые приезжают учиться из-за рубежа или из других регионов нашей страны. К сожалению, из других регионов у нас практически нет. Есть из ближнего зарубежья студенты из Таджикистана, Киргизии, Кыргызстана. Ну вот они тоже, да, учатся у нас. То есть... В последнее время появилась ли тенденция к тому, что у иностранных студентов становятся актуальными вопросы физики и техники, производства различных процессоров, для того, чтобы потом с полученными знаниями вернуться к себе на родину и применять их уже на практике? Ну, по этому вопросу сложно ответить, потому что студенты к нам чаще приезжают по линии энергетики, потому что энергетика очень востребована, то есть там есть большой спрос со стороны не только вот иностранных студентов, но и со стороны наших местных ребят, то есть там всегда есть большой конкурс на поступление. Фестиваль, также мы вернемся снова к нему, потому что он имеет, помимо своей масштабности и главной задачи о том, что надо передать потенциал сферы электроники для молодежи, у фестиваля есть еще и профориентационная направленность. Как и на что планируете ориентировать? Мы ориентируемся на школьников, то есть, которые интересуются технологиями, техникой. То есть все мы сейчас окружены гаджетами, то есть смартфоны, планшеты, ноутбуки, вот, телевизоры, да, то есть дети с детства общаются с техникой, да, 2 года смотрят YouTube самостоятельно, и мы ориентируемся, будем проводить профориентационную работу вот именно на тех школьников, которые хотят реализовать себя вот именно в технологиях, то есть разработка технологий, приборов, для улучшения нашей жизни. Благодарю вас, Данил Валерьевич, за то, что стали гостем нашего сегодняшнего интервью. И хочется пожелать вам, чтобы форум под названием «Настоящее будущее» прошел на высоком уровне. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня в гостях у нас был организатор события, форум под названием «Настоящее будущее». Берегите себя. До встречи.